В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Знак участника тушения лесных пожаров получили 25 тысяч якутян, которые боролись с огненной стихией летом этого года. Космонавты с борта МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом. Премьер-министр Михаил Мишустин исполнил желание мальчика, мечтавшего побывать на кондитерской фабрике. Течь на теплотрассе произошла в поселке Солнечный Усть-Майского района Якутии. В ограничении тепла находятся 22 жилых дома. На данный момент остановлена работа сети теплоснабжения. Течь обнаружена на месте колодца по улице Строителей, 12. Бригада приступила к замене запорной арматуры. В аварийно-восстановительных работах задействованы 5 человек. Котельная работает в штатном режиме. Ситуация на контроле Министерства ЖКХ и энергетики республики. Якутская энерго усилит работу по обеспечению надежности энергоснабжения. Такую задачу поставил глава республики Айсан Николаев на рассмотрении предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности компании и ее дочерних предприятий «Саха-Энерго» и «Теплоэнергосервис». По словам Николаева, энергокомпания завершает год в положительной динамике основных производственных показателей. Однако вопросы вызывают участившиеся случаи аварийных отключений. Он отметил, что недавняя авария на линии электропередачи Майя-Чурапча проверила на прочность всю систему энергоснабжения, в том числе в жилищно-коммунальном комплексе. Глава республики поручил Кабинету министров вместе с энергокомпанией проработать вопрос минимизации убытков, связанных с тарифной несбалансированностью, продолжить реализацию инвестиционной программы, в том числе строительство электростанций. Порядка 25 тысяч якутян нарастающим итогом будут расселены из аварийного жилья в 2022 году. Об этом сообщил глава республики. Он отметил, что в Якутии самая масштабная программа по расселению из аварийного жилья в стране. Так, в этом году уже 12 тысяч человек переселены из аварийного жилья. Дома строятся в самых отдаленных уголках Якутии, даже в Арктике. В целом в регионе до сентября 2025 года предстоит расселить свыше 1 миллиона квадратных метров аварийного жилого фонда. Это самый большой показатель в стране. Знак участника лесных пожаров получили все якутяне, боровшиеся с огненной стихией летом уходящего года. Церемония награждения добровольцев прошла накануне в Якутске. Первый вице-премьер Дмитрий Садовников отметил, что благодаря усилиям главы республики регион получил большую поддержку федерального центра. Впервые в истории Якутии в тушении пожаров были привлечены силы Министерства обороны Российской Федерации. Он подчеркнул, что большой вклад в борьбу с огненной стихией внесли добровольцы и мобилизованные жители, которых в этом году было свыше 16 тысяч. Знак участника тушения лесных пожаров был учрежден главой региона Айсаном Николаевым. В настоящее время эти знаки доставлены в муниципальные образования республики. Их получили 25 тысяч якутян. В городской пункт передержки безнадзорных животных доставлено 102 собаки, в том числе 21 из автодорожного округа. Такие данные озвучил начальник управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Николай Егоров на заседании оперативного штаба Якутска по отлову безнадзорных собак. В сообщении не уточняется, пойманы ли собаки из агрессивной стаи, которая напала на Сардану Слепцову, доцента химического отделения Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета. Глава Якутска поручил продолжить мероприятия по отлову в усиленном режиме в последующие дни. Накануне были сформированы 11 дополнительных бригад. Таким образом, их общее количество составляет 15. К работе были привлечены в общей сложности более 170 сотрудников мэрии, управ, муниципальных предприятий, экстренных служб, 47 единиц автотранспорта. Общественная палата Республики Саха-Якутия сейчас будет вести контроль за работой благотворительного фонда, который занимается на пункте передержки по собачьему вопросу. И, соответственно, Ильтумен недавно тоже, буквально несколько часов назад заседал, и уже на этих выходных будут
компоноваться вот эти все поправки и отправляться на рассмотрение в Государственную Думу. Ужасная трагедия, которая случилась, показывает, что закон сырой, что закон необходимо вносить поправки и уже на этом поприще делать какие-то выводы для всех нас по закону Бурматова. Президент России Владимир Путин накануне подписал закон, предусматривающий, что со счетов граждан не могут списать в счет долга социальные выплаты, предусмотренные решением правительства или президента. Исключение составляют случаи, когда сам заемщик дал дополнительное согласие по каждой выплате. Кроме того, закон предусматривает, что гражданин, который является должником, может обратиться в банк с заявлением о сохранении заработной платы или иных доходов в размере прожиточного минимума. С 1 января в стране вырастет максимальное пособие по безработице. Оно составит 12 792 рубля. Условия для его назначения останутся прежними. Оно начисляется в первые 3 месяца потерявшим работу гражданам, которые в течение года встали на учет в Центре занятости. Сумма пособия зависит от среднего заработка. В первые 3 месяца оно составляет 75% от среднего заработка, но не более максимального размера. В следующие 3 месяца для предпенсионеров 4 месяца оно выплачивается в размере 60% от среднего заработка, но не более 5000 рублей. Затем начисляется пособие по безработице в минимальном размере. В 2022 году оно не изменится и составит 1500 рублей. Космонавты Роскосмоса поздравили землян с наступающим Новым годом. Командир Антон Шкаплеров пожелал землянам успеть погрузиться в волшебное предновогоднее настроение и сказать теплые слова тем, кто их ждет. В свою очередь, бортинженер Петр Дубров рассказал, как проходит Новый год на станции и пожелал счастья всем жителям России и мира. Идут последние мгновения уходящего 2021 года. Нас на МКС и вас на Земле снова объединяет волшебное ощущение новогоднего праздника. У многих он вот-вот начнется, и за новогодним столом соберутся все близкие, родные и друзья. Мы с нашими коллегами-астронавтами тоже уже совсем скоро соберемся у импровизированного новогоднего стола. Стол у нас будет по-настоящему новогодний, но только без шампанского. Да, на станции сухой закон. Зато остальные условия, включая меню, у нас максимально приближены к Земле, что особенно приятно в такой праздник. Друзья, в оставшиеся часы мы хотим, чтобы вы все успели погрузиться в это волшебное предновогоднее настроение и сказали теплые слова поздравлений тем, кто их ждет. Ну а мы желаем вам в новом 2022 году здоровья, стойкости, благополучия и новых достижений. Будьте дружны и счастливы. С Новым годом! Космонавты приготовили традиционный новогодний салат «Селедка под шубой», чтобы украсить праздничный стол на МКС. Подробным видеорецептом в условиях невесомости они поделились в социальных сетях. По словам Дуброва, приготовить земное блюдо в космосе непросто, так как на МКС не было тарелок. Космонавты сделали тару для салата из пленки и скотча. В необычную посуду мужчины слоями уложили сельдь, лук, картофель, морковь и вареный омлет, которым они заменили вареные яйца. В завершении Шкаплеров и Дубров выложили витаминный салат из свеклы и лука и покрыли все майонезом. Верхний слой космонавты украсили оливками. Международная космическая станция сегодня сделает 16 витков вокруг Земли. Отмечать Новый год члены экипажа будут столько раз, сколько стран представлены на данный момент на станции. Премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил мечту своего 5-летнего тезки Миши Спиридонова из Орловской области в рамках проекта «Елка желаний». Вместе с главой правительства мальчик побывал на кондитерской фабрике. Вначале гости осмотрели сладкие экспонаты в музее фабрики «Красный Октябрь». К экскурсии на производстве присоединилась и мама мальчика. Затем глава Кабмина вместе с маленьким Мишей самостоятельно изготовили праздничные конфеты. Кроме того, гости посетили несколько фабричных
печных цехов. Там они наблюдали за этапами производства шоколадных плиток и конфет и даже смогли попробовать только что приготовленные изделия на вкус. В завершение Мишустин поблагодарил мальчика и маму за увлекательное и познавательное путешествие и поздравил их с наступающим Новым годом. В качестве подарка глава правительства вручил Мише тигренка с конфетами и конструктор. Глава региона Айсан Николаев поздравляет якутян с новым 2022 годом. Он отметил, что уходящий год был напряженным и насыщенным. Благодаря сплоченности и патриотизму мы выдержали сложнейшие испытания, стали увереннее в себе. Так бывает, когда люди решают проблемы вместе, они становятся сильнее. Несмотря на все трудности, мы добились серьезных успехов во многих отраслях экономики, в социальном секторе и общественной жизни. Наступающий 2022 год для нас особенный, начало нового столетия многонациональной республики. Мы вместе будем двигаться к новым вершинам, претворяя в жизнь самые смелые мечты. 2022 год объявлен в республике Годом Матери. Телеканал «Якутия-24» совместно с Русским драматическим театром имени Пушкина подготовил для телезрителей подарок – музыкальное представление «Новогодняя открытка». Это первый такой совместный опыт работы труппы театра и телевизионного коллектива. Буквально за неполный месяц удалось отснять яркое зрелищное действо. История любви и ожидания предновогоднего чуда, где героями выступают не только артисты, перемежаются популярными песнями 80-х, 90-х годов. Съемки проходили как на сцене театра, так и в обновленной телевизионной студии телеканала. Режиссером выступил Владимир Борисов, руководителем проекта Дмитрий Аргунов, продюсером Туяра Филиппова. Новый проект телеканала зрители могут увидеть сегодня в 22:20 и 1 января на телеканале НВК «Саха». Раньше все любили получать и писать новогодние открытки. И мы решили вспомнить эту давнюю традицию и подарить нашим зрителям яркую, красивую музыкальную открытку. И в нашем представлении будут участвовать очень известные в республике люди. И не раскрывая всех секретов, скажу, что вы увидите еще наших ведущих в необычном для них амплуа. Ну а кто был Дедом Морозом и Снегурочкой, вы узнаете уже совсем скоро, 31 декабря. Новогодние мероприятия продолжит Русский драматический театр. В январе стартует показ спектакля «Машина времени». Своего рода продолжение прошлогодней новогодней премьеры «Я буду ждать, даже если не придете». История постановки погружает в конец 80-х. В спектакле жителей ждет исполнение композиции легендарной группы «Машина времени». Живой вокал, много танцев, а главное – новогоднее настроение. Премьерные показы стартуют со 2 января 2022 года. Идея-то на самом деле очень проста. Так же, как и 90% песен, существующих на планете о любви, также и этот спектакль о любви, о сложностях, которые людям нужно преодолевать, и о том, что их ждет в дальнейшем, если все эти сложности они смогут преодолеть. У меня к этому часу вся информация. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.